Помнится, как пару лет назад разразился скандал по поводу того, что группа из осетинской молодежи решила забраться на Столовую гору с целью популяризации туризма в Осетии. В социальных сетях разгорелся конфликт между жителями Северной Осетии и Ингушетии. Поводом для этого стало грядущее восхождение осетин на Столовую гору, расположенной в пригородном районе Северной Осетии и в Джейрахском районе Ингушетии. Сообщение о готовящемся походе появилось в паблике «Новости Владикавказа» в Instagram. Под постом появились негативные комментарии. Один из подписчиков подчеркнул, что гора находится в Ингушетии, а граница с пригородным районом проходит по северной стороне подножия. Так что смотрите на нее, а взбираясь на нее, не забывайте, что вы там гости, указал он. Другой комментатор подчеркнул, что осетин туда никто не звал. «Мы вас не приглашали, лучше сидите дома», — написал он. «Как же вам все-таки не стыдно, всю историю переписать хотите себе», — посчитал третий. В адрес организаторов восхождения начали поступать угрозы, сообщает телеграм-канал «Осетия». Пользователи призывают не пускать туристов на святые ингушские земли. Инициативу властей Северной Осетии ингуши посчитали попыткой застолбить гору за собой, и призвали молодежь организовать в эти дни собственное восхождение. Территориальная принадлежность самой горы до сих пор не определена, утверждает телеграм-канал главком Республики Ингушетия. Ингушская сторона заявляет, что по всем документам гора в составе Ингушетии. Осетины приводят данные Федеральной кадастровой службы, где указывается, что Столовая гора преимущественно расположена на территории Северной Осетии, говорится в сообщении. Столовая гора располагается преимущественно на территории Джейрахского района Ингушетии. По подножию северной стороны горы проходит граница с пригородным районом Северной Осетии. Вершина изображена на гербах Ингушетии и Владикавказа. Ингуши считают гору священной. Давайте с вами разбираться, кто из двух народов по праву может считать гору своей. На ингушском языке Столовая гора именуется как Миат-Лаам, где Лаам на ингушском означает гора, а Миат – непонятное ингушское слово. Оттого ли оно непонятное, что если вскроется настоящий перевод этого слова, то ингуши очень сильно озадачатся, что название священной ингушской горы носит осетинское название. По мнению ведущих ученых, Миат-Лаам – это просто полукалька названия Столовой горы на осетинском языке Мады-Хох, где Мад на осетинском означает «мать», а Хох – «гора». Таким образом, Мады-Хох переводится с осетинского как «мать-гора». Мат точно так же как русская мама, английская мазер, немецкая мутер – это общеиндоевропейское слово, а осетины, как известно, также входят в индоевропейскую группу языков, в отличие от ингушей, язык которых относится к кавказским языкам, следовательно слово «мама» на ингушском звучит совсем по-другому. Столовая гора для жителей Джейрахского общества на самом деле было сакральным, так как там располагалось святилище, именуемое Мьят-Селе. Божество Мьят-Селе считалось покровителем земледелия и плодородия и приносило в дом достаток и благополучие. Письменные источники свидетельствуют о том, что в древности наиболее распространенными у ингушей были общественные моления о дожде, устраиваемые во время засухи в своих сельских и родовых святилищах. Чаще всего моления с целью вызывания дождя совершались в наиболее известном и почитаемом святилище Мьят-Селе на священной горе Мьят-Лаам. Этот обряд подробно описан первым ингушским этнографом Чахом Ахреевым. Процессия, состоящая из жителей окрестных сел, во главе со жрецом поднималась на священную гору к святилищу Мьят-Селе. Впереди процессии вели жертвенного быка, рога которого были обмотаны белой материей. На вершине горы его ставили обращенным головой к востоку. Затем верховный жрец, также обратившись лицом на восток, произносил молитву, в которой просил Бога дать дождя и большого урожая. После окончания моления быка резали и здесь же в огромных котлах варили мясо. Кроме этого молящиеся приносили с собой сыр, вино, обрядовые хлебцы. По свидетельству современников, такие обрядовые моления проводились вплоть до начала 20 века. Доподлинно известно, что еще в 1925 году, во время сильной засухи, ингуши Джейрахского ущелья молились о дожде и устраивали в святилище на Столовой горе жертвоприношения. Сходство данного обряда один в один напоминает осетинский языческий праздник Уаасилай-Баракбон.
Само ингушское языческое святилище Мят-Сели созвучно с осетинским божеством Уасила. Напомним, что Уасила в осетинском языческом пантеоне богов был покровителем грома и молнии, а также люди молились этому божеству для того, чтобы он дал им богатый урожай. Таким образом мы видим, что ингушское святилище Мят-Сели, расположенное на Столовой горе, и осетинское божество Уасила — это фактически одно и то же. Что еще раз доказывает, что жители Джейрахского ущелья в прошлом были осетинами, которые затем перешли на ингушский язык. Из всего вышесказанного мы с вами узнали, что, как и название Столовой горы на ингушском языке Мятлаам, как и ингушское святилище, расположенное на этой горе Мят-Сели, к ингушской истории не имеет никакого отношения, так как эти два термина полностью заимствованы с осетинского языка, следовательно там проживали именно осетины, которые постепенно были ассимилированы ингушами. Спасибо, что прослушали этот материал, а с вами был я, Алан Айларти. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Ашкавда хурбон риватай, шалам тахашетер чидом, дайранай маждачи быдыртам, шалам тахашетер чидом, дайранай маждачи быдыртам, даума кашкая адаман, шажардатан рух шваенс, нафашта хурку амбахшы, ахшавда фынты аванынс, Дапашта хурку амбахшы, ахшавда фынты аванынс. Дафынгыл жаттар абадынс, ваштыр жидар худгая, жит далама равазынс, заужы қаваны кувгая, жит далама равазынс, заужы қаваны кувгая, заужы қаваны мадыхох, Ашкавда хурбон риватай, шалавда хашетер чидон, дайранай маждачи быдыртам, шалавда хашетер чидон, дайранай маждачи быдыртам. Кавказ, любовь моя, и на чужбине дальней мне твоя столовая гора привиделась опять во сне. Твоя столовая гора привиделась опять во сне. Когда приходит вдруг печаль, как маньяк к тебе лечу, гора столовая, встречай, а без тебя я пропаду. Гора столовая, встречай, а без тебя я пропаду.